ГСП онлайн. Городские новости сейчас. Вертолетная площадка, чтобы спасать жизни людей из отдаленных поселков, или красивый, говорят, реликтовый лес, где гуляют все от мала до велика. Не правда ли выбор очевиден? А что если можно решить обе проблемы и все останутся в выигрыше? Ну, как показывает практика, пилите, Шура, пилите. Близ поселка Шудаяк планируется создать вертолетную площадку для работы санавиации в рамках недавно созданного в Ухте Центра медицины катастроф. Звучит красиво, но здесь, за мостом, буквально в 3,5 минутах от горбольницы, и мы это замеряли не слишком торопясь, без мигалок, уже есть функционирующая площадка для посадки на открытом месте. Несмотря на это, хотят построить новую, вырубив сосновый бор, что рядом с больницей. Во-первых, в данном месте планируется строительство хирургического корпуса. О строительстве хирургического корпуса говорилось еще в 2009 году. Специалистами отдела экологии были тогда на тот период времени прикинуты объемы вырубленной древесины. Но в любом случае ущерб будет достаточный, даже и для рубки под объекты хирургического корпуса. Но если мы еще увеличим вырубку, то, естественно, у нас бор, как правило, уже назначение свое потеряет. На площадку, там, кстати, низина поблизости, планируется сажать Ми-8. Вертолет отнюдь не маленьких размеров и совсем не тихий. К тому же люди опасаются, если случится ЧП и он рухнет, на чьи же головы рядом-то с основной больницей и поселком? Вопрос, конечно, отдельный, но уверен, начальство всех видов отбрехается с успехом. Вот уже сейчас звучат слова о правиле часа, и что людей из отдаленных поселков надо доставлять быстро. Но на минутку. Центр медицины катастроф в Ухте базируется в УГБ поселка Шудаяк. А техника в роддоме, в самой Ухте. 9 километров расстояния. Здравый смысл? Нет, не слышали. При этом мнение жителей самого поселка Шудаяк 3400 человек, тех самых, которые будут жить и с вырубленным лесом, и вертушкой под боком, спрашивать никто не собирается. Электорат голос подавать не должен. То есть по проекту планируется вырубка 2 гектаров леса. Данная зона, зеленая зона, это место отдыха, место, где не восстанавливаются, а проводятся те же спортивные мероприятия, школы. Гуляют, отдыхают наши пенсионеры, мамы с колясками. То есть все это экологически чистая, нетронутая наша зона. И вот то место, где планируется строительство этой площадки, то есть это все сразу нарушается. Во-первых, грохот вертолета, который садится, взлетает, даже пролетает мимо. Это лишний шум, пыль, грязь. И все это, естественно, положительным образом не влияет на и здоровье, и вообще на экологическую ситуацию. Понимаем, что главное начать. То есть по проекту может быть 2 гектара запланировано, а зацепится 3, где 2, там и 5, скажем так. И строительство есть строительство, то есть это и подвоз стройматериала, и техника рабочая, и потом та же площадка потребует освещения. То есть в любом случае это будет цеплять один за другим участок леса. Вопрос о площадке активно обсуждается в ухтинском филиале общественной приемной главы Коми и общественном совете при городадминистрации. На последнем заседании было принято решение протоколы заседаний теперь выкладывать в интернет в укороченном виде. Вопросы и голосования. Ранее выкладывали полные, с обсуждением. Но, вероятно, так достигать нужных в кавычках решений сложнее. При этом звучит, что, мол, общественные слушания будут и так далее. Но нам в руки попал документ от 15 февраля 2017 года, где уже просят согласовать размещение площадки близ больницы и предоставить диспетчерскую поддержку на этом участке. Существующая площадка за рекой построенная, и не надо тратить деньги из дырявых бюджетов. И ранее она уже использовалась, и от поселка немного дальше и безопасней, и даже дорога к ней есть нормальная. Вне кабинетов жизни нет, это фантастика, сынок. Эта готовая площадка, она более безопасна для производства посадок и взлетов вертолетов по метеорологическим условиям. То есть она находится в более открытом месте и гораздо выше, чем та, которая предлагается. То есть с преобладанием юго-западных ветров, по данным климатическим нашей метеостанции, образование слоистой облачности и туманов здесь менее вероятно, чем та, которая предлагается.
Хороший довод в пользу площадки на новом месте – близость к больнице. Дескать, если что, можно и на каталке довести пациента, и содержать проще горбольницы. Только санитары у нас не все как один культуристы. Да и участок под новую площадку ранее планировалось пустить под строительство нового хирургического корпуса. Больница-то не резиновая. Но кого все это смущает? Жители поселка Шудаяк собирают подписи за предпроектные слушания и отмену строительства площадки на новом месте. Уже больше сотни автографов. При этом сами подчеркивают, площадка – дело нужное и полезное, но сделайте все разумно, с осознанием последствий и возможных рисков. Не придумывайте велосипед, используйте, что есть. Понятно, что 100 людей из поселка Донорской Северной Республики, да еще и вне выборов, это пустота для властимущих. Но здравый смысл-то никто не отменял, не так ли, господа руководители?